очередь надо отметить, что те компании, с кем мы работаем, с кем работает наша страна, кто занимается турпотоком в Абхазию, они говорят о том, что будут готовить данные, но в том числе к концу октября, да, полные данные за, вот, скажем так, летний конкретно сезон. Но в том числе надо отметить, что, как бы это может показаться для кого-то странным, но сезон не заканчивается, он продолжается. И хочу вам сказать, что осень у нас, по их данным, да, достаточно интересная, хорошая. У нас есть и по сей день гости, и бронирование продолжаются. Ожидаем с их слов, опять же, опираясь на их слова, статистику, хорошие показатели по новогодним праздникам. И глубокая осень будет у нас, в принципе, достаточное количество туристов в Абхазии. Знаете, что руководство страны ставит амбициозные задачи вместе с российскими партнерами. Звучит цифра достаточно оптимистичная. Я считаю, что она реальна, если мы хорошо отработаем. Тут, конечно, много разных факторов, но все же 2030 год стоит планка 5 миллионов туристов, чтобы Абхазия могла принимать. Это, конечно, не говорит о том, что это только летний сезон, 5 миллионов туристов в год. Для того, чтобы достичь этой планки, безусловно, нужно много и усердно трудиться. И в разных направлениях, в разных секторах абхазской экономики, не только в туризме. В том числе, конечно, большим подспорьем сейчас в этом году мы уже ощутили на себе это открытие воздушной гавани нашего международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Есть показатели на 1 октября, это более 118 тысяч пассажиров уже прилетело благодаря аэропорту. Вы знаете, что с каждый день открываются новые направления. Вот сейчас отрабатывается новое направление, это Кабардино-Балкария, город Нальчик. Будем надеяться, что в следующем году у нас полетят из города Нальчик тоже туристы в Абхазию. Отрабатывается Башкортостан, Уфа, ведутся переговоры по Екатеринбургу, ведутся переговоры по, уже мы сами там с кем-то общаемся, это будет либо Екатеринбург, либо даже Челябинск. Но, значит, есть интерес к Абхазии, живой интерес, слава богу, он не падает, не спадает. И мне кажется, что вот таким наращиванием, скажем так, работы аэропорта, туристического нового поезда Диаскурия, который перевез тоже уже под 100 тысяч туристов в этом году, воспользовались такой возможностью, а это с загруженностью наших дорог, с развитием автомобильного туризма, хорошее подспорье для тех людей, которые из Большого Сочи хотят приехать в Абхазию. Дороги, конечно, перегружены, потому как автомобильный туризм это не в этом году, а последние, наверное, лет 5 достаточно популярен стал. Люди на своих машинах, опять же, все исходя из тех тарифов, которые существуют, что перелеты даже внутри Российской Федерации, несмотря на то, что они датируются, они иногда в сезон достаточно недешевые. И люди используют свой автомобильный транспорт, приезжают с семьей, и это обходится дешевле. Конечно, инфраструктура наша, наверное, не всегда это выдерживает. Вы знаете о качестве наших дорог. Но сейчас вот активно ведутся работы, программы целые пишутся по развитию дорожной инфраструктуры. И мы очень надеемся, что она будет соответствовать хорошему уровню в будущем. Там тоже есть свои проблемы. Это связано, безусловно, с специальной военной операцией. Бомбят нефтеперерабатывающие заводы. Мы не можем закупать вовремя битум. Из-за этого не можем вовремя положить качественный асфальт. То есть все это взаимосвязано, знаете, одно от другого отделить будет очень тяжело. Но я хочу вернуться немножко теперь к поручениям президента, по нашему направлению. Было несколько поручений, скажем так, одно из них это предложить проект классификации отелей. Об этом проекте, об этом направлении говорят очень давно. Это, кстати говоря, смежно с новым законом о туризме. Ну вот сейчас мы этим занимаемся. Я чуть хочу раскрыть.
Для чего это нужно? Для чего нам это вводить, наверное, для всех понятно. Параллельно вот этим поручением существует дорожная карта развития туризма между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Ну, в этой дорожной карте тоже есть несколько, скажем, пунктов, которые сейчас отрабатываются. И для чего отрабатываются? Один из пунктов является создание единого внутригосударственного нашего абхазского реестра отелей, для того, чтобы вот были часто случаи, когда людей обманным путем аферисты продавали несуществующие путевки, и много жалоб на это поступало. И, кстати говоря, министерство как могло реагировало, но возместить ущерб за такую оплошность самого человека, кто бронирует, очень тяжело. Для этого одна из причин создания такого реестра, который будет официально опубликован на сайте министерства, чтобы любой гражданин, любая туристическая компания, которая предлагает Абхазию для отдыха, могла знать, что вот есть такой реестр, и эти отели проверены, они действуют, никакого подвоха здесь нет. А вот этот реестр нами практически, опять же говорю, практически завершена работа, он готов совместно с Министерством по налогам и сборам, которые зачастую, тут тоже надо быть достаточно откровенным, больше, чем представители Министерства туризма знают, где, сколько, какое количество отелей существует. Потому как есть несовершенное законодательство в плане туризма. Вот я сейчас вернусь к закону. Сегодня, скажем так, рычагов влияния министерства на ательеров, на этот бизнес практически не существует. Человек может взять лицензию, может не брать лицензию на открытие. Вот в законе все размыто, размазано. И по этой причине, даже когда мы, еще до меня мои предшественники, собирали базу общих данных по количеству номеров, по количеству объектов и так далее, зачастую, знаете, ательеры, были такие случаи, когда не пускали представителей Минтуризма даже во двор. Говорили, а вы нам кто, зачем и так далее. Вот у нас есть налоговики, с кем мы работаем.